Планы еще хамаш дальше ащады блядь сам исполнил. Я кратко остановлюсь на еще двух памятниках, которые попадали в зону работ Института археологии Российской академии наук. Это поселение и могильник Хумыкская 2, в первую очередь. И потом остановлюсь на поселении и могильнике Мартупском. Но прежде поселение и могильник Хумыкская 2. Работы на нем проводились под руководством Сергея Михайловича Ильяшенко. Памятник, собственно говоря, двуслойный, то есть верхняя часть памятника была занята поселением 14-15 веков, но самые интересные находки ждали ниже. Это был могильник так называемой восточно-кабанской культуры. Хронологическая оценка, предварительная по полученным материалам, может рассматриваться в рамках 10-го, первой половины 8 веков до новой эры. В общей сложности на этой сравнительно небольшой площади было исследовано 160 погребений. Все погребения были совершены по обряду, характерному для данной культуры, скорченные погребения на левом боку. Их сопровождал очень богатый погребальный инвентарь, в состав которого входили крупные керамические сосуды, предметы вооружения, представленные булавами, наконечниками копий, наконечниками стрел, кинжалами, изготовленными из бронзы, реже из камня, наконечники стрел из кости. И женские украшения, которые также были изготовлены из бронзы. Некоторые женские наборы содержали до 60 предметов погребальных. Вот, например, здесь, кстати, на иллюстрации это представлено. Здесь и булавки, и пронези, и браслеты, и кольца. Чрезвычайно богатый инвентарь, чрезвычайно яркие находки, которые характеризуют высокий уровень развития ремесла. Что касается культурных аспектов, то, как я уже говорил, то это все-таки памятник входит в ареал восточно-кабанской культуры, но присутствие на нем керамических сосудов, восходящих к айкенско-харачевской культуре, к их керамической традиции, характеризует данный комплекс как носящий смешанный характер. Он примерно соответствует тому, что уже исследовано было на территории Чеченской Республики еще в советское время, Зандакскому могильнику, находящемуся очень недалеко от данного объекта исследований, несколько выше в горах, примерно 30 километрах. То есть культурная близость их велика, и памятник хорошо известен. Тем не менее, результаты раскопок этого памятника, которые еще будут продолжены, поскольку они не завершены, они могут дать достаточно интересные материалы по осмыслению их, и он может стать вместе с Зандакским могильником стать опорными в изучении древности при переходе от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку в восточных районах Северного Кавказа. Так, теперь вкратце остановлюсь на поселении и могильнике Марту.